уже пересохло стратегически важное Аянское водохранилище, которое было источником воды для столицы оккупированного полуострова Симферополя. Так появились печальные фото в социальных сетях, которые я сейчас попрошу наших режиссеров вывести на экраны, если у нас есть такая возможность. Там видно, как растрескалась пустыня, там видна лужа. Это то, что осталось от Аянского водохранилища. И теперь некоторые блогеры, которые, собственно, публикуют эти фото, пишут в своем твиттере вот такое сообщение по этому поводу. Давайте вместе послушаем. Аянское водохранилище. Симферополь отсюда пил. Ну что, все, сушите весла. Завернитесь в простыню и ползите на обдалы своих человековейников, балалайки. Ну а жить хотите? За мост. Там речки у вас, озера и прочая байда. Не представляю даже, что мы переживем перед возвращением в Украину. Ялта также стала еще одним крымским городом, где вводятся ограничения на подачу воды, как сообщают крымские оккупационные информагентства. В Симферополе об этом заявил так называемый министр ЖКХ Дмитрий Черняев. Он объяснил, что ограничительные меры связаны с минимальным поступлением воды в основные хранилища, которые питают Большую Ялту. И давайте послушаем, как жители Ялты отреагировали на это информационное сообщение в социальных сетях. Приплыли. Ну, в Крыму ведь проблем с водой нет. Вроде правительства России и Крыма 6 лет об этом твердили. Вот тоже оно. Сначала покупают аквариум, а потом заводят рыбок. А тут все кверх одним местом. А зачем зимой мыться? И так сойдет. Антисептиком теперь не только руки будем мыть. Мойте руки, чтобы не заболеть ковидом, но воду мы вам отключим, потому что деньги, выделенные на ремонт водопровода, мы уже попилили. Что скажете, пане Геннадию, как оккупационные власти будут решать эту проблему? Ведь за 6,5 лет они не сделали абсолютно ничего, чтобы избежать сегодня дефицита воды. Мне сложно об этом судить. Много говорилось, в том числе о постройке опреснительных станций. Насколько я понимаю, ничего в этом смысле не сделано. И в целом вопрос очень такой непростой. Он имеет, как с точки зрения Украины, имеет тоже сложный характер. С одной стороны, мы действительно не можем поставлять воду на территорию, которая у нас же была аннексирована. С другой стороны, мы эту территорию признаем до сих пор своей, и в том числе то, что отсутствие воды сегодня имеет место, как и, насколько я читал, если доверять этой аналитике, то это приводит к тому, что истощаются подземные воды, поскольку много воды берется из скважин, и происходит засоление грунтов. И в этом случае получается такой цейтнот. Предполагать, что Российская Федерация уйдет из Крыма и вернет его в украинскую юрисдикцию, как это должно быть, мы не можем, наверное. И с другой стороны, мы тоже точно так же не можем поставлять воду, чтобы поддерживать украинцев, которые проживают в Крыму, и территорию в надлежащем состоянии. Поэтому эта проблема не имеет, на мой взгляд, очевидного решения. Давайте підключимо к нашому ефіру народного депутата України 8 та 9 скликань, голови підкомітету з питань держборгу та фінансування держбюджету Комітету Верховної Ради з питань бюджету Сергія Рудика. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы видим, как сегодня на территории временно оккупированного полуострова складывается критическая ситуация с наполнением водохранилища. Мы видим, что уже 6,5 лет оккупанты не сделали ничего, чтобы разрешить эту проблему. Вот как быть Украине? Можем ли мы подавать, к примеру, иски в международные суды за то, что Крым сегодня оккупанты доводят до такого состояния? Что нам с этим делать? Ну, на жаль, на сьогоднішній день це єдиний спосіб тиску на окупанта, міжнародне співтовариство і остання резолюція ООН, яка вже не перший раз повторюється щороку, і міжнародні суди. Можливо, це ще не ефективно, але інших варіантів на сьогоднішній день у нас немає. Не давати воду. Є багато даних, які свідчать про те, що з водою немає проблем у цивільного населення, що більше ця вода потрібна для саме тої мілітаризації Криму, з приводу якого Генеральна асамблея ООН, власне, і днями прийняла свою резолюцію. Тобто військова техніка, яку вони постачають для своїх мілітаристських цілей, по суті, і забирає основну частину цієї води.
Вони будуть нас швидше за все постійно цим шантажувати, і періодично в засобах масової інформації і в політикумі, особливо нинішньої влади, звучить ці питання. Воно викликає великий спротив в суспільстві. Це ми бачимо не тільки в Верховній Раді, а з різних сферах суспільства. І потім ці питання затухають, і воно знімається з порядку денного, але періодично воно звучить. Мусимо тиснути далі, мусимо пояснювати, що це не вихід з ситуації. І з вами погоджуюся, що у окупанта було більш ніж достатньо часу за цей період для того, щоб створити зробити якісь конкретні кроки для водозабезпечення. Місто вони ж зробили, це ж величезні були затрати. Сьогодні про це майже ніхто не говорить, але це ж були колосальні фінансові затрати, тому що їм було потрібно доставляти цю військову техніку і продукти на материковий Крим, враховуючи обмеження з перелітом літаків. А чому не можна зробити тут щось подібне? Скажите, а есть ли угроза южной части материковой Украины? Может ли Россия пойти на Херсонскую, Николаевскую область, чтобы открыть себе доступ к Северокрымскому каналу войной? Ну, є така небезпека, про неї періодично так само говорять військові експерти. Буквально 2 роки тому, я пам'ятаю, протягом місяця це теж достатньо серйозно говорили на рівні Генерального штабу, або люди, які були наближені до цього Генерального штабу України, які говорили, що це вже план є, і не отримавши доступу до нашої води через тиск або через якісь там, скажімо, переговори, вони на це можуть піти.